собственно, 4 апреля. Поймали вы меня врасплох немножко с наливанием Кока-Колы. Но, тем не менее, я вам очень сильно рад. И вас встречает Руслан Валиев и Женя Коноплин в программе «Аспекты республики», как всегда. И, как всегда, хотелось бы напомнить о том, что, во-первых, в шапке профиля можно задонатить, нужно задонатить. Хорошие проекты нужно поддерживать. Вот. Так же, как зубы собственно, поддерживают в чистоте, также и голову, разум и совесть. В этом мы вам поможем всегда и потратим, собственно, на нужды хорошей журналистики башкортостанской. Вот, во-первых. Во-вторых, подписывайтесь на наш телеграм-канал обязательно. Найдите «Аспекты Башкортостана», несложно. Тоже в шапке профиля имеется. А также ТикТок и прочие радости, включая, собственно, соцсети и сайт «Эхо Москвы». Ой, то есть «Эхо» просто теперь берлинское. Ну, собственно, доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Добавлю к сказанному, что сегодня пятница. Завершаем мы уходящую неделю итоговым выпуском, хотя он на самом-то деле не недельный, конечно, а посвящен исключительно вчерашнему дню, но так или иначе мы все равно имеем в виду в головах наших, что происходило на протяжении всей недели. Ваше активное участие, сами знаете, всегда помогает делать наши эфиры более насыщенными, местами более острыми, иногда противоречивыми, но в любом случае это интересно, мне кажется, добавляет, поэтому давайте в том же духе. Вижу ваше приветствие с добрым утром. Это уже хорошее начало, как говорится, хороший такой задаток к тому, чтобы наша встреча прошла не зря. Начинаем мы с вами для затравочки новостями телеграм-канала «Эхо Новости». По итогам вчерашнего дня медиапроект написал следующее. Кремль ждет от Дональда Трампа приемлемое мирное соглашение, но если его не последует, Владимир Путин готов продолжать войну, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Москву не беспокоит угроза Вашингтона ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, поскольку Россия справляется с нынешними ограничениями и не верит в эффективность новых ограничений. Киев пока не обсуждал с Вашингтоном новый пакет военной помощи, рассказал представитель офиса украинского президента Палиса, передает Reuters. По его словам, ВСУ пока получают поставки в рамках пакета, принятого при прошлой администрации США. Против Михаила Волкова, отца соратника Алексея Навального Леонида Волкова, возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации, сообщает ТАСС. После обыска фигуранта отпустили домой. Политик, живущий за рубежом, назвал преследование своего отца попыткой давления. Арбитражный суд Московской области признал банкротом Бориса Надеждина, который в минувшем году пытался участвовать в президентских выборах с обещанием закончить войну, но не был допущен Центризбиркомом. Сам политик назвал решение издевательством и отметил, что не видит способов его оспорить. Суд в Томске назначил 80 часов обязательных работ риэлтору Орловой, которая советовала выйти замуж за участника вторжения в Украину и купить недвижимость на выплаты за его гибель. Ее признали виновной в возбуждении вражды. Другая фигурантка дела, блогер Черданцева, опубликовавшая интервью, получила 85 часов обязательных работ. Агентство США по глобальным медиа внезапно отключило спутники, транслировавшие передачи «Радио Свобода» в Россию, Центральную Азию и Восточную Европу. Об этом сказал президент медиа Капос, передает Associated Press. Также он получил уведомление по поводу скорого прекращения контрактов на передачу программ настоящего времени в Европе. Прокремлевский философ Александр Дугин начал читать курс «Введение в вестернологию» в МГУ, сообщила пресс-служба факультета политологии. На первом занятии лектор рассказал о том, что любая цивилизация считает свое особенное всеобщим, но только Запад додумался поставить знак равенства между собой и человечеством.
Такие любопытнейшие новости у нас к этому часу в телеграм-канале «Эхо Новости». Тут надо сказать, что история с Леонидом Волковым сама по себе заслуживает внимания. Борисом Надеждиным тоже, в принципе, как бы любопытно, да, мы помним вот эти вот надежды, связанные с Надеждиным чуть более чем год назад. Ну и что касается Кремля, Трампа и Путина, здесь опять-таки ничего нового, все вполне себе предсказуемо. Понятно, что Кремль в данном случае, если и готов что-то там заключить, но только в том случае, если либо все, либо почти все его требования будут выполнены. Готов ли на это пойти Белый дом в Соединенных Штатах – большой вопрос. Поэтому перспективы урегулирования в нынешней конфигурации, на мой взгляд, выглядят не самыми радужными. Ну, мне больше всего нравится новость, конечно, про девчонок, которые просто сказали, как есть. Как есть. Но все же понимают, что это циничное такое вот дерьмо, в которое парни наступают за бабки, девчонки, вот тоже они устраивают свою жизнь. Это нормально, люди выкручиваются. Здравствуйте. Но вы у них отняли много-много всего. Вот они решили воспользоваться новой лазейкой. Ну вот, цыц, девчонки, нельзя говорить. Надо думать, говорить нельзя. Вот. Это, правда, конечно, глаза колят, говорят у нас в народе. Вот именно тот случай, когда государство увидело, что люди позволяют себе говорить правду, и сказало: ай-яй-яй, вот вам, пожалуйста, 85 часов обязательных работ. Так и быть, значит, отправлять в каталажку на 8 лет за дискредитацию мы не будем, хотя могли бы, если бы это были оппозиционеры. Вот, а хотя бы так предупредим в легкую, скажем так, по носу щелкнем, действительно. Так что... Ну и видите, надо сказать о том, что хорошее образование для того, чтобы быть журналистом, видимо, уже, не знаю, скоро и политологом, будет какое угодно образование, только не профильное в России, потому что, ну, что журфак какой-нибудь МГУ, я думаю, сейчас попахивает много чем, только не чем-то хорошим. Но теперь курс политологии тоже, я думаю, с давних пор, а уж я молчу про МГИМО, вот, лучше заканчивать, как мы с вами. Вот, все что угодно, лишь бы не какие-то такие вещи схожие с профессией, так сказать. Ну или, я не знаю, может, и Руслан больше в курсе, читает ли какие-то лекции Екатерины Михайловны в Казахстане, как она это делала в 22 году, по-моему, если я ничего не путаю. Насколько я знаю, там у нее договор с вот этим юридическим университетом Станинским, что был неподалеку от нашего места жительства. И она там бывает раз в год, если я правильно понимаю, осенью. Вот. И о том, что это прекратилось, не в курсе, но это прекрасно. Ну вот как одна из альтернатив. Казахстан недалеко. Абсолютно точно. Да. Яна Башкорт пишет, что у него знакомая достроила дом, так как у нее муж умер на СВО, 8 миллионов получила радостная. Мы с вами как-то обсуждали историю, также, которая мне известна от близких, когда одна, скажем так, жительница села выдала себя замуж за мужчину, который, в общем-то, никуда не собирался, но радостно отмечая бракосочетание, он не смог, скажем так, отказаться от подписания бумаг, которые ему подсунули. И, очнувшись уже в пути, он понял, что он натворил. Хотел было вернуться, но было поздно. В результате через месяц человек погиб, и, соответственно, родственники этого мужчины забили тревогу из-за того, что вот эти 8 миллионов должна была получить вдова, так называемая. Вдова новоявленная, еще раз подчеркну, которая только вчера появилась. И появилась, судя по всему, для того, чтобы этого мужика отправить туда. В общем, я думаю, что этот пример, он является чуть ли не хрестоматийным уже. Скорее всего, их много. Вот. Но, опять-таки, как только подтверждения будут появляться, мы будем обязательно о них говорить. Такие вот у нас скрепные, знаете ли, жители, которые соблюдают и следуют традиционным ценностям, если хотите. Итак, дальше идем, как говорится. Точнее, начинаем говорить про события в Башкортостане.
того, что наш Курултай Госсобрания добрался до того, чтобы все-таки принять в окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в Семейный кодекс республики, чтобы законодательно запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Цитата. «В Башкортостане будет законодательно установлен запрет на усыновление детей лицами из тех стран, где разрешена смена пола. Граждане таких государств и постоянно проживающие там лица не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из нашей республики. Такая мера направлена на защиту детей и их прав. Передавая ребенка в приемную семью, мы хотим быть уверены, что он будет расти в здоровой, гармоничной среде. Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями». Тут возникает один лишь риторический вопрос. Совершенно верно отмечает Константин Борисович, что детей нужно защищать, и что, с ними должно быть все в порядке, и что их права не должны быть ущемлены. Но не является ли ущемлением прав то, что у нас происходит зачастую в домах малютки, детских домах, и то, как у нас государство прокатывает детей-сирот с обеспечением их жильем, например? Я не знаю, конечно же, можно ли в этом смысле сравнивать те нарушения, которые происходят у нас, и те нарушения, которые во главу угла выводят наши депутаты в данном случае. Я имею в виду, если родители приемных детей вдруг пол поменяют. Ну, опять-таки, тут и смех, и грех, конечно, потому что мы должны понимать, что процент людей, которые принимают решение проводить эксперименты над своей половой идентичностью в любой стране мира, в том числе там, где это разрешено, главным препятствием перед гармоничным и успешным развитием человека в процессе его роста. Вот скандалы, драки, пьяные убийства, отсутствие средств к существованию, отсутствие возможности учиться, потому что пьяная толпа в дом забуривается по вечерам. Вот это, на мой взгляд, является нарушением прав. Вот в такие семьи нужно приходить нашим депутатам с нравоучениями, а не к тем, кто имеет все возможности, готов любить, воспитывать своих детей. И пусть эти люди будут совершенно любого пола или бесполые существа. Главное – любовь на самом деле. Вот. Это свинство вообще, то, что этот человек предлагает, и то, что они, собственно, одобрили, потому что по количеству убитых женщин мы на каком месте, да, очень высоко, по, собственно, внутри там семей, парень, девушка и так далее. Женщины у нас находятся в этом плане в ужасном состоянии. Их хочется бесконечно поддерживать и российский, и башкортостанский феминизм. Дворник Юра, не надо каждый раз напоминать, парень имел 3-ю группу инвалидности, 18 лет, из-за того, что он просто, такой, как бы сказать, немножко воздушный парень, так скажем, в плане того, что он не такой цепкий, не такой не так успел схватиться мощно за эту квартиру, он не получил квартиру, у него выплата 10 тысяч рублей, вот он как-то выживал, и где бы он оказался, если бы не та семья там Ромы Филиппова. И, собственно, и так во всем страна не может обеспечить детям нормальную жизнь. Вот другие страны, которые могут обеспечить эту социалку, приходят, хотят установить. Мы запрещаем, потому что и каждый раз что-то находится. Закон Тимы Яковлева находился, теперь еще что-то находится. Ужас, свинство и, конечно, обидно за все за это. Да, это уже не только политика, но и конкретные судьбы отдельных людей. Тем временем Юля пишет нам про жену СВОшника в очереди в поликлинике, которая без доли стеснения рассказывала, как она сделала апгрейд себя, увеличила грудь, накачала губы, волосы дыбом.
Ну, тут, в общем-то, предъявить-то и не за что. Вроде бы как бы на законно заработанные приводила себя в порядок. Возможно, объясняла тем, что для любимого своего супруга, значит, старается. Понятно ваше отношение к этому, в общем, но осудить в данном случае довольно сложно. А вот Кеплер критикует нас, что вот мы женщину виноватой назначили, я, по крайней мере, не надо пить так. Он что, сам себя контролировать не может и отвечать за свои действия? Вот по рассказам родственников, тот мужчина, о котором я говорил, действительно был очень податливый на внешнее воздействие, скажем так. И Жене сказать, чтобы он был таким крайне злоупотребляющим, в общем, такой добряк. Бывают, знаете ли, такого рода и женщины, и мужчины, неважно кто. Это никого не оправдывает, конечно же, просто вот надо признать, что жизненная ситуация сложилась именно так. И таких ситуаций, боюсь, много, с какими-то деталями, нюансами, плюс-минус ситуация именно такая. Ну а на БСТ ведущая рассказала, что сегодня день крыс, и заодно поздравила девчат с этим праздником. Это в качестве дополнительного штриха, видимо, к данному эпизоду. Слушайте, конечно, на БСТ, потому что люди не за деньги работают. Я не знаю за что, но расследование, о котором я не мог не написать, хотя оно немножко, чуть-чуть как будто бы потухло, да, вот 2 апреля, Пруфовская, про, собственно, то, что у нас называется расследование «Я за границей в отпуске, до свидания». Кто на Госканале зарабатывает миллионы, пока рядовые журналисты получают 30-ку. Руслан, ты читал? Ну, интересно. Хотя, мне как бывшему сотруднику все понятно, и мне непонятно всю жизнь было только одно. То, что у товарища Зарфудинова, по-моему, нет-нет, да и везде были, так или иначе, сверкали аватарки с Че Геварой. Вот. А Че Гевара бы такого буржуазного поведения бы точно не одобрил, когда у тебя простой труженик зарабатывает 30 тысяч рублей, а ты как бы, что-то не на 30 как ты живешь, по-моему, если я ничего не путаю. Вот. Минимум 10 раз больше. Наверное, на сегодняшний день даже больше, чем в 10 раз. Я думаю, что да, большие деньги, конечно, получать. Смысл в том, что... Итак, Пруфы провели свое расследование, и в этом расследовании они связывали некое ООО «Технология», которому, получается, передали права на производство, честно говоря, это публицистическое шоу Руслана Шарфудинова, бывшего сотрудника органов ныне звезды телевидения. И главного редактора информагентства «Башинформ», надо сказать. Конечно. Главная его должность. Да, вот. И, собственно, понятно, что тут, да, какие-то детали про то, что эксклюзивное право ведущего закреплено, там, хронометраж и так далее. Однако смысл не в этом, а в том, что стоимость за производство передачи составляет 170 тысяч рублей, и заказчик БСТ, а у вот этой ООО «Технология», собственно, зарегистрированная, то есть от них, сейчас в 2 словах скажу, от них передачей занимается условно 2 человека. А организуют же передачу не 2 человека, а куча сотрудников БСТ, которые входят операторы, там главный, не главный, гримеры и тому подобное, это бесконечный список. И, естественно, это и монтируется тоже на БСТ. И, собственно, деньги-то как они пилятся? То есть одни, грубо говоря, почти все делают сотрудники БСТ, у которых зарплата 30 тысяч рублей, а 170 тысяч за передачу куда уходит, видимо, этим 2 людям. Вот ты, кстати, участвовал ведь в создании проектов таких немножечко посторонних. Вам платили за это или у вас была только своя зарплата за счет, собственно, канала? Давай так. То есть я пришел на БСТ, меня посадили сразу с Куприяновой делать плюс-минус вот этот Министерство правды. Вот. Первый и последний либеральный проект на телеканале БСТ. Вот. И как бы моя начальница, главная режиссерка, говорит, типа, вот тебе надо на какой-то серьезный проект, тебе надо к Шарафутдинову. А меня привели к нему знакомиться, а я был в розовой толстовке, и у меня были обесцвеченные волосы светлые.
Руслан на меня так посмотрел снизу вверх, говорил: «Здравствуйте». И я его какое-то время долго еще не видел. Ярослав говорит: «Все понятно же, и надо это, вот это все». Я привел себя в порядок, мы познакомились. Так я пришел на, собственно, на проект «Честно говоря». Мы сделали пару передач. Нет, конечно, ничего такого не было, что у тебя есть отдельно какая-то зарплата. Я этого не припомню. Она была базовая, 26 600 рублей она была. Это уже в штате. По-моему, да, это было в штате уже. При этом надо сказать, что и эта зарплата была повыше, чем некоторые другая. Я не хотел иметь дело, понятно, с подобными товарищами, и мне хотелось, если уж практиковаться, то тогда в спортивной редакции, например. Потому что это то же самое, только я буду про хоккейный клуб Salt You Life лучше рассказывать. И когда я брыкнулся, что, мол, я уйду, мне сказали: «Жень, все клево, только там у тебя зарплата будет, как у новостника, 15-20. Поэтому ты еще и в деньгах проиграешь». Вот, поэтому, собственно, все правда, да. И я много раз рассказывал, что у меня был знакомый оператор, там, который как-то получил зарплату где-то в районе 8 тысяч рублей, что это мы не так посчитали. Вот это свинство, оно известно. И, собственно, все вот эти вот бесконечные нюансы, которые я в 2 словах описал, о том, что да, собственно, по финальным титрам можно насчитать 20 человек, работающих на передаче, собственно, прикладывают именно о технологии, там, собственно, труд 1-2 человек, да. И почему так? С вопросами пошли, собственно, к тому самому генеральному директору Рустаму Зарафудинову, который ответил: «У меня нет ни времени, ни возможности отвечать на вопросы, я за границей, я в отпуске, до свидания». Вот. И дальше, конечно, можно в 2 словах сказать о самом Руслане Шарафутдинове, который был сотрудником органов, потом случился какой-то скандал, плюс, по-моему, они... Вот этот нюанс не скажу, они чуть ли не с женой же выпускали какую-то газету для органов обязательно, и этот бизнес тоже у него, получается, вскрыли. И писала даже РБК, по-моему, федеральная про него, что чуть ли не Владимир Путин там своим указом что-то его снял, там вот надо узнать, но вот такие я помню вещи. Вот скандалы с ДТП, скандалы с какими-то драками в кафе и так далее, коммерческая, вот тут пишут, деятельность. Потом в следующий раз он вернулся в Башкортостан, вот пишут пруфы в 2018 году, после того, как Ради Хабиров был назначен в РИО главой республики. И потихоньку, тут, честно говоря, там главный редактор Башинформа и, собственно, жена. У него тоже талантливая журналистка и медиа-менеджер, которая раньше возглавляла ГУП ТРК Башкортостан и продюсерский центр «Вся Уфа», а недавно приложила руку к запуску телеканала «Калмыкия-24». Гузель Ибрагимову старожилы помнят еще, наверное, как ведущую даже новостей на БСТ. Я, по крайней мере, помню. В конце 90-х это было. Потом была «Вся Уфа», и это целая эпоха. Собственно, вот единственное, что можно добавить в конце, это то, что цитата оператора анонимная для пруфов о том, что предлагают 30 тысяч, сказали, конечно, что через месяц, 2-3 можно зарабатывать и больше, там все мутно, большая текучка, туда нужно идти, если ты идешь не за деньгами, если хочешь научиться чему-то, если хочешь снимать, еще можно. Ты будешь заниматься любимым делом, тебе за это еще будут доплачивать. Собственно, да, молодые, клевые ребята туда приходят регулярно. Ребят, не надо никого мазать никакими красками, что ты пошел там пропаганду работать. Нет, люди приходят, люди учатся, и люди уходят заниматься часто классными, прекрасными вещами. Другой такой школы в Башкортостане нету, зарплаты хотя бы 30 тысяч рублей. Мне страшно подумать, сколько предлагают на всей Уфе. Вот, собственно, в целом, вот такое вот у нас расследование. Молодцы. Да, неплохо. Тем временем наша столица любимая башкортостанская, город Уфа,
оказалась на 5-м месте по качеству городской среды среди городов-миллионников по версии Министерства строительства Российской Федерации. Значит, это больше в баллах, чем годом ранее, как минимум. Значит, рейтинг формируется Минстроем России, включает 36 индикаторов, среди которых качество жизни, состояние улично-дорожной сети, уровень озеленения и развитие общественных пространств. Дальше цитата Ратмира Мавлиева, главы Уфимской администрации. По многим показателям у нас положительная динамика, в частности, по озеленению, состоянию улично-дорожной сети, развитию общегородских пространств. Это результат нашей слаженной работы, личного вклада и инициативы жителей, поддержки руководства республики. Задача на этот год – не сбавлять темпы и продолжить улучшение по всем направлениям. Удивительно лично мне, как можно занять 5-е место по качеству городской среды, не имея вменяемого общественного транспорта. Вот, то есть, какое состояние общественной среды в городах страны, если Уфа, которая должна быть, я не знаю, в конце любого рейтинга, занимает 5-е место? Я согласен с озеленением, с нюансами, правда, согласен с парками, скамеечками и так далее. Тут все Ратмир Мавлиев верно отмечает. Но когда главная составляющая общественной жизни не работает, тогда все остальное, мне кажется, можно легко перечеркивать и тут же опускать город в самый хвост. Другое дело, наверное, конкурентов не так много. Действительно, города в России, которые, такие крупные города-миллионники, которые решили проблему общественного транспорта, их сосчитать на пальцах можно. Действительно, это Пермь соседняя, это соседний Челябинск, это Белгород на юге, вот так вот неожиданно, а также Новокузнецк в Сибири. И это и те города, которые я знаю, которые действительно прошли путь реформирования и на сегодня могут чем-то похвастаться. А все остальные так или иначе имеют проблемы. Но даже в том же Екатеринбурге или в Самаре, где есть проблемы, все равно лучше, чем в Уфе. Так как в Уфе нет практически нигде. Или нигде реально, а не практически. Потому что среди миллионников, которых сегодня 16, по-моему, вот такого плачевного, ужасного состояния, как в Уфе, нет точно нигде. В общем, так себе рейтинг. Понятно, что Минстрой вроде как за транспорт не отвечает, но тогда назовите его как-то правильно. Не называйте его качество городской среды, а качество городской среды с точки зрения строительства. Как-нибудь, то есть, вот я что имею в виду. Реальное качество жизни, еще раз, зависит от других факторов прежде всего, и только во вторую очередь от факторов строительства зон отдыха, скамеечек, тротуаров и так далее. Вот. Это же рейтинг, можно догадаться, что раз рейтинг Минстроя, может быть, они не так пристально обращали внимание, собственно, на транспорт, и смотрели какой-то свой узкий, по своим узким критериям. Вот, 36 индикаторов, да, среди которых качество жилья. Хотя вот тут пишут состояние улично-дорожной сети. Дорожной сети, не транспортной, это как бы разница есть. Окей. Но вот ты едешь мимо вот этих говномонстров на переполненной маршрутке, вот так вот лицом прислонившись к окну, и понимаешь, что 5-е место, испытываешь гордость, не имея возможности вытащить iPhone, потому что тебя приложило со всех сторон чьими-то попами с утра, едущими на работу. Действительно, откуда это 5-е место берется, непонятно. Тем более, что те города, в том числе, которые ты перечислил, в том числе та же Самара, принимала чемпионат мира по футболу и, уверен, совершила огромный рывок в 2018 году. Вот. Но, тем не менее, видимо, все они отстают, потому что Ратмир Мавлиев лучший мэр. Тем не менее, вот пруфы, кстати, те же самые, по-моему, в тот же день, то бишь вчера, делали опрос по поводу, все ли хорошо у нас с городской средой. 78, по-моему, процентов на момент, может быть, потом пришли боты и сделали 90 за, как они любят. Вот. И то они, кстати, часто не дорабатывают, и большинство все равно против. Или они считать не умеют, я не знаю. И тем не менее, да, там где-то в районе 80% было против. Но вот единственное, что я не понял, это то, что, мол, они так уточнили, что, мол,
там был пункт о том, что все хорошо, был пункт о том, что типа какие-то нюансы можно доработать, и третий, типа, нет, пока все плохо, надо, мол, городским властям лучше работать. Можно ли сбрасывать все проблемы, собственно, вот этой городской среды на Миру Мавлиева? Мне кажется, что нет. К тому же там, транспорту вряд ли он имеет непосредственное отношение, и только по его мэрской маленькой вот такой воле можно исправить всю эту ситуацию. Мне кажется, это немножко как-то мимо, выстрел не в ту сторону, так скажем. Да, согласен. Тут, значит, вижу ваш чат, друзья. Сейчас к нему обратимся еще. А пока скажем вот о чем. Тему культурно-развлекательную затронем, но сегодня у нас не про Хамай и не про Айола, а про то, что в Башкортостане так или иначе есть и другие, скажем, зачатки развития собственной культуры с развитием языка, самое главное. И опять же, мы здесь видим не старания государства, и результат возникает не благодаря каким-то там многочисленным заявлениям и программам. Ну, не то чтобы многочисленным, но опять же, у нас есть даже гранты соответствующие от государства, от республики, лично от главы якобы, которые нацелены на поддержку и развитие языка, с которым, как мы знаем, проблемы так или иначе остаются, потому что есть сложности с изучением, есть сложности с отсутствием необходимости им владеть для получения образования. Впрочем, сами вы все знаете. Но из позитива вот как раз-таки люди благодаря низовой активности что-то делают. В частности, стендап, то есть юмористический жанр, ставший популярным сначала на Западе, потом пришедший к нам с помощью активности ребят из Comedy Club, скажем, да, то есть команды телеканала ТНТ, когда-то не бывшего пропагандистским, скажем так, сейчас, конечно, там все изменилось. Этот жанр развился и дошел до республики. На этот счет у нас есть даже в качестве иллюстрации небольшое видео. Давайте посмотрим. Әсәйем миңә вакыттың кадерен белергә өйрәтә. Илап туйгас, иләндә юырһың ти. Әсәйем миңә яшәргә мотивация бирә. Авырып китһәң, үлтерәм ти. Игра кальмара караныгызмы? Акшанымы? Юк, кадерсен нимә тартаһыгыз уны карар өчен мин аңламыйм. Әллә нисә кореец, әллә ниндәй ангарда, әллә нимә эшләйләр. Ысын әллә инде Samsung заводының обычный көне һымак. Еще икенче сезоны безнең Өфөләге мәсеттең төзелеше кебек. Нихуя бетмәгән. Бана исмаһам безнең башкорт фильмдары, олар өчен даже оят та түгел ул. Олар юк просто. Если среди вас те, кто что-то об этом слышал, может быть, смотрел или в интернете обращал внимание, ребята, как мы видим, молодые, ребята стараются шутить, где-то получается смешно на самом деле, где-то, может быть, не очень, но это такой жанр, такой полуимпровизированный, импровизационный, как мне кажется, хотя, конечно, готовиться надо. С кондачка, как говорится, выйти и пошутить удается крайне малому количеству людей, и тем более делать это непрерывно, да? Так или иначе, на родном языке. Вот что принципиально в данном случае. Если такого рода инициативы делают более модным умение говорить на родном языке, то это, наверное, отрадный фактор, который позволит, скажем так, вот тем, кто пессимистично настроен по поводу сохранения родной культуры, все-таки посмотреть чуть с большим оптимизмом на эту ситуацию. Ну вот мне, например. То есть я, который считаю, что вот-вот языки вымрут, если ситуация не изменится, могу сказать, что благодаря такого рода инициативам снизу шансов на продление, сохранить агонии, ну, опять же, не хочу никого обижать, но все-таки агонии эти шансы есть. Вот, так язык модным можно сделать только так, когда говорят о том, что вот, Москва убивает язык, там не хватает, надо еще больше денег вложить, не знаю, в развитие каких госпрограмм каких-то, чтобы Азат Бадранов занимался развитием языка, выпустил еще 33 какие-нибудь PDF-ки за
20 миллиардов какие-нибудь, и что от этого изменится, я не очень понимаю. И ну, язык, конечно, можно только такими песнями, только стендапом. Единственное, что тут это не критика, ребят, это немножко из другой области. Если посмотреть американский стендап, то это главный вообще такой мостик свободы, на котором во многом Америка и стоит, и является той страной, которую мы знаем. Потому что там тоже есть свои леваки, которые запрещают, не знаю, которые там и в вопросах секс-меньшинств, и в вопросах каких-то нацменьшинств очень часто там как-то жестко могут наказывать. Но, с другой стороны, у тебя есть мультик «Южный парк», который обстебал вообще все, что только можно в Штатах и в мире. Буквально прошелся по каждой теме от, извините, инвалидов, заканчивая тем, что показывал в своем мультфильме запрещенную, нельзя же изображать пророка Мухаммада. Южный парк это делал, потому что это ломает шаблоны, потому что это мультик, который выступает против каких-либо таких просто шаблонов, зашоренности и так далее. Американский стендап — это такая кладезь свободы, которая абсолютно клала на любые нормы, и все, что им там стендаперам кажется смешным, они обо всем об этом шутят. Извините, одна из знаменитых шуток американского стендапера про то, что если бы мне запретили пиво и бекон, я бы тоже врезался в Empire State Building, да, точнее, в башню-близнецы. Это как бы шутка, пример того, как это огромная трагедия Соединенных Штатов, и абсолютно наплевать, потому что это юмор. И я не уверен просто, что в таких странах, как Россия, например, на сегодняшний день стендапом заниматься можно. Стендаперы в основном они находятся в такой тяжелой... Они вынуждены самоцензурой заниматься, все понятно, да. То есть и настоящего юмора в этом смысле может не получиться, что, скорее всего, наверняка так и есть. Понятно. Знаешь, вопрос к тебе тут был важный. Что твои бывшие коллеги говорят? Есть ли там на БСТ люди или там одни людоеды? Я просто, давайте без фамилий и без имен, и даже намекать тяжело, если честно. Но, например, на РБК, когда я пришел летом 22 года, опять же, у меня был опыт на БСТ программ такого полуразвлекательного, полухарактера, так скажем, благотворительного. Я не лез в дерьмо, и я не лез в новостники, потому что меня вели по другому пути, так скажем, профессиональному. А тут я понимаю, что война, что все, меня каким-то чудом взял Равиль Ватолин, смотря, кстати, наши с тобой эфиры на тот момент аспектовские, и ему все нравилось. И, собственно, придя туда, меня пару человек так схватили. Я не курил, а они вышли на перекур, подходят ко мне и такие: «Женя, а ты что? А ты наш, нет?» И начинают мне рассказывать, что ты заданул, ты путинский или наш? И я такой, то есть даже не так, они начинают меня о чем-то расспрашивать, я начинаю колоться, что Навальный, Немцов и так далее. Они такие поворачивают, он наш. И начинают меня окружать, что да, молодец парень, нормальный. И да, это не звезды были телеканала, но тем не менее это были сотрудники, которые, собственно, вполне себе взглядов были ого-го каких. И, естественно, БСТ тоже таких полно. Это общество, оно разное. Там есть и люди, которые довольно сепаратистских настроений, например, а что вы думали, на БСТ, естественно. Там есть и люди, которые бьются за культуру, за язык, и для них фамилия Коноплин среди сотрудников — это прям фу. То есть, как и в любом обществе, это много разных людей. И никаких окончательных людоедов, конечно, нет. Но, тем не менее, к большому сожалению, с одной стороны, мы имеем, несмотря на всех этих хороших людей, зачастую пропаганду, да. С другой стороны, я на РБК работал, я в своих сюжетах, что только я не придумывал, но слова СВО, например, не было. Или какой-то позиции... Какого слова не было? Слово СВО, аббревиатуры, ее просто не было в моих сюжетах. Да? Какие-то я придумывал синонимы, чтобы это выглядело все-таки как что-то плохое. А где-то ты новость показываешь с другой стороны, где ты экспертом возьмешь Спивака, и вы правильно подадите. То есть, вроде канал пропагандистский, человек открывает сюжет, а там вроде как повод задуматься, да. Поэтому чем больше, может, таких людей на госпропаганде бы работало, может быть, оно и лучше было. Я тут не эксперт, явно.
Вот. Но, тем не менее, конечно, разные люди работают. Этот подход мне понятен, и Ну, я довлатовский. его разделяю, конечно, да, и в этом смысле поддерживаю. Мир не черно-белый, и это очень важно понимать. А вот вчера в социальных сетях появилась фотография жестко критикуемого многими иностранного агента Ростислава Мурзагулова с журналисткой Фридой Курбангалеевой. На улицах Праги они встретились и решили, видимо, друг друга морально поддержать, поскольку оба так или иначе находятся в поле, скажем так, критики в области обстрела, по крайней мере, частью либеральной оппозиции и журналистских каких-то таких сообществ. Что на самом деле, вот на мой взгляд, я уже 100-500 раз повторю, не совсем правильно. Можно, конечно, обсуждать, что-то спорить, но вот так вот клеймить и вычеркивать людей, причем с антивоенной позицией, неправильно. Вот. И они в итоге между собой как бы находятся, как минимум. Не то чтобы это плохо, наверное, хорошо. Люди должны себя друг друга поддерживать в трудной ситуации. Но было бы лучше, если бы им не пришлось друг друга поддерживать. И не только им конкретным, а вообще всем. Для того, чтобы сосредоточиться на главной проблеме. Пока между собой люди срутся, уж извините, главная проблема не решается, продолжает усугубляться на самом деле, как мы видим с вами. Вот, это если коротко. Ну, слушай, это тоже нормально. У нас году в 2006 на митинге выходило 50 человек, и вся эта тусовка была довольно маленькой. Сейчас нам приезжали разные люди. Понятно, что, слушай, даже в комитет каких-нибудь, не знаю, там, в любой практически есть какие-то критерии того, как эти люди там оказываются. У нас сейчас по антивоенной, так скажем, деятельности у нас этих критериев нет. О, выступил против войны, все, ты как будто наш, для кого-то, да, у тебя там схожая позиция. Для меня, я не могу всех, кто так или иначе выступил против войны, сказать, что это люди со мной как бы вместе, и мы должны все как бы бок о бок, кому-то некомфортно чувствовать себя рядом с другими людьми, тем более, что мы имеем дело с обществом все-таки зачастую интеллигентным, да, зачастую каким-то, глубоким, и, не захочет Дмитрий Быков стоять рядом там с кем-то, там, не знаю, с Мурзагуловым. Это же вполне себе нормально в целом. Нет, не нормально. Да? Я тут категорически против. На время, ради задачи нужно стоять с кем угодно и говорить с кем угодно. Вот что важно. Главное, по принципиальному вопросу нужно сходиться. Все остальное не имеет значения. Решим ли мы хоть одну задачу из-за этого? Попытаться стоит, иначе вообще смысл какой? Вот и другая как бы крайность. Сколько угодно человек может называть себя независимым журналистом или СМИ, но при этом, если он поддерживает эту политику, то, конечно же, вот с ним как раз-таки рядом стоять нельзя. Я сейчас говорю, сами знаете, наверное, о каких коллегах из каких изданий. Вот. Власть сменится, быстренько все перекрасятся, пишет Black Sabbath. Да, так и бывает в жизни. Что ж, у нас далеко ходить, что ли, нужно? Давайте посмотрим вот историю Третьего Рейха на эту тему. Есть исследования, есть литература. Немцы действительно, в общем, очень быстро сказали: ой, а что это было? А мы не в курсе. И быстро перестроились. Не все, но основные массы. Ой, новости-то у нас остались, а время кончается, поэтому давай посмотрим. Что у нас еще есть? Собственно, то, из-за чего вчера мне на весь день пришлось залезть, так скажем, в Телеграм и в комментарии. У нас вчера почти под каждым постом было по 30-40 комментариев. Это началось все с новости про то, что Башкортостан и Татарстан собираются восстановить набережную в Сухуми. О том, что эти республики займутся реконструкцией, заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Передает РБК Уфа. По словам премьер-министра Башкортостана Назарова, проект будет масштабным, с воссозданием исторической ценности. Вот. И, собственно, там абхазско-башкирская дружба, все-таки я не думаю, что имеет значение читать эту цитату, если честно. Но меня, собственно, для БЭКа
впечатлила и заинтересовала большая статья, написанная Спиваком некоторое время назад, про то, что вот эта вот дружба, она непонятна ни с экономической точки зрения, с какой-то финансовой для Башкортостана, потому как собственно, в Абхазии проживает ни много ни мало 250 тысяч человек, а ВВП составляет 5% от экономики Башкортостана. И, мол, нафига это надо? Но также он указывал о том, что это непризнанное, во-первых, государство никем, по-моему, включая Беларусь и многие другие страны. Там этот список, кем это было признано, он минимален. И, собственно, один из героев Абхазии, потому что была, собственно, Абхазская война, да, еще до всех событий чеченских, собственно, и героем был некий Шамиль Басаев, террорист, признанный многими государствами, по-моему, в том числе там и ООН и так далее. Вот. Но так, сейчас скажу, собственно, ООН вносил его в список террористов, Соединенные Штаты, Россия по понятным причинам, Евросоюз и Великобритания. Вот. И, естественно, возгорелся огромный спор по этому поводу. Я бы начал все-таки с самой Абхазии. Как ты думаешь, зачем нам это надо? Зачем восстанавливать набережную в Сухуме? В чем причина такой большой дружбы, собственно, Абхазии, Башкортостана и Татарстана? Одно лишь распределение, мне кажется. То есть сидит какой-то там отдел в администрации президента и смотрит, с помощью каких средств и сил можно поддерживать собственные марионеточные режимы в мире. И вот лотерея, случай выпал таким образом, что Башкортостану как бы всучили Абхазию. Вот мне это так представляется. Ничего другого здесь, мне кажется, нет. Может быть, какие-то дополнительные сопутствующие факторы, как какие-то личные контакты кого-то с кем-то, но больше ничего. То есть какого-то практического выхлопа из этого, разумеется, не было, нет и не будет. Это все одна сплошная политика для того, чтобы продолжать свою мировую экспансию. Я имею в виду для Кремля, безусловно. А исполнители в лице Хабировых и других Миннихановых – это всего лишь марионетки, которые исполняют волю царя. Что я могу добавить по этому поводу? У меня есть, наверное, самый известный блогер Абхазии, так скажем, в друзьях. И я регулярно смотрю его какие-то новости и что он делает. И постоянно в Абхазии то нет света, то чего, бог пойми, еще чего у них нету. Они живут в довольно плохих, конечно, условиях. И в абхазском обществе растут прогрузинские настроения о том, что, мол, какие бы ни были, все-таки наши, а это какие-то не наши, и вообще в каком мы статусе, и что это за русификация у нас повсюду. Вот. Абхазцам многим это не нравится. У них, по-моему, сейчас водительские права чуть ли не по русскому образцу. В общем, они, конечно, в таком непонятном состоянии находятся. И если не вливать туда бабки, то, я думаю, в Абхазии рано или поздно у них и так, по-моему, были протесты, да, не так давно. И это все закончилось бы печально для этих прекрасных политтехнологов, работающих на Кремль, которые вот думают, что они успешные и компетентные товарищи. Вот. Зайнулла Гаджиев, наш зритель в телеграм-канале. Здравствуйте, во-первых. Спасибо, что вы всегда с нами. Он пишет, что либеральная оппозиция не критикует Мурзагулова и Курбангалиеву. Ну, наверное, одним термином всех людей обозначать невозможно и неправильно. Это очень разношерстная публика. И тут мне, знаете, в голову пришла одна маленькая мысль. Дело в том, что в чем вообще разница между условной Курбангалиевой и Мурзагуловым и какими-нибудь сотрудниками ФБК, запрещенного в России? Разница в том, что вторые мнят себя исключительно белыми пушистыми, абсолютно кристально чистыми, просто потому, что они никогда не имели отношения к действующему в стране режиму. А Курбангалиева и Мурзагулов были там внутри. Первая, я напомню, была ведущей «Вестей» довольно продолжительное время и была известной личностью на уровне государства в целом. Ну, Мурзагулов, все понятно. Вот. Им понятно, что внутри есть оттенки. Это вот то, о чем Женя выше говорил, вспоминая БСТ. Оттенки – это разные люди, у которых разные взгляды, в том числе адекватные.
И даже те, у кого взгляды неадекватные, тоже, оказывается, если так посмотреть, немножко поскрести, то тоже люди, которые, в общем-то, из плоти и крови, у которых такие же, в принципе, жизненные интересы. Да, где-то заблуждения возникают, но по большому счету это не инопланетяне, с которыми невозможно ни о чем говорить. Вот. И такого рода люди, как Мурзагулов и Курбангалиева, это понимают. А их оппоненты из другого лагеря не понимают и не хотят понять, к сожалению. И считают только себя. Патологические вруны, которые даже уезжают в миграцию, делая свои передачи, продолжают просто гульно врать и заниматься пропагандой уже в другую сторону. И это, просто же факт, на самом деле. Ты сейчас, Женя, не прав абсолютно, потому что не приводишь никаких аргументов. Что значит? Давай посмотрим любой медиапроект. Мы будем смотреть, у нас нет времени, но когда человек выступает против войны, этого достаточно, еще раз. И при этом врет про всем остальном. Какая разница? Неважно. Я еще раз настаиваю на том, что в данном случае остальные детали можно, скажем так, вынести за скобки, как минимум до поры до времени, потому что есть главная задача номер один. Все остальное работает на врага и льет мельницу на мельницу врага, соответственно. Значит, этим заниматься не нужно. Вот что я хочу сказать. Все остальное можно обсудить. Ты только что говорил, что на том же БСТ работали адекватные люди. И это то же самое, что можно сказать про Мурзагулова или Курбангалиеву. Я думаю, что Курбангалиева все-таки явно порядочнее некоторых товарищей, и эти бывшие... Она просто выглядит более внушающей доверие, как девушка с приятным голосом, а Мурзагулов выглядит наглым типом. Вот и все. Речь идет о каждодневном вранье просто, и не более того. Вот когда ты приведешь факты коротко и ясно, где он соврал, тогда мы будем это делать. Смотреть и делать анализ, я тоже могу. Просто чтобы говорить о том, что человек врет, нужно все-таки делать анализ, а не говорить если я натыкаюсь на это, то я на это натыкаюсь, и не более того. А конкретно надо натыкаться, фиксировать, и только после этого об этом говорить вслух, а не просто так навешивать штампы в духе пропаганды государственной. И тогда люди будут больше, как говорится, тянуться. Что касается набережной, я думаю, нам надо заканчивать. Тут время поджимает, поэтому давайте дальше к новостям. Так, что у тебя есть еще по нашим новостям? Давай. Собственно, одну секунду буквально. Из того, о чем быстро можно, по крайней мере, поговорить, это о том, что Верховный суд Республики удовлетворил иск жителя нашей Башкирии о взыскании с Минобороны 500 тысяч компенсации морального вреда за некачественную медицинскую помощь, ни много ни мало. А медицинское учреждение обязано выплатить 495 тысяч, Минобороны 5. Истец был призван на срочную службу в декабре 2020 года. В мае впервые обратился в медпункт военной части с жалобами на ухудшение самочувствия. Врач в медицинской карте сделал предположение о симуляции. И, собственно, на протяжении нескольких месяцев несколько раз обращался данный товарищ за медицинской помощью. В декабре 2021 был госпитализирован. И 16 декабря ИСТУ провели операцию и поставили окончательный диагноз, который называли симуляцией. Ранее рак мочевого пузыря первой стадии. Пациент был признан таки негодным к военной службе. Вот такая вот короткая. Молодец, что человек судился хотя бы, да, то есть и пытался все это дело с помощью, видимо, адвокатов, неважно. Главное, что добился. Значит, иногда можно дойти до чего-то нормального. Также из того, о чем можно буквально в 2 словах рассказать, это, например, троллейбус «Гармошка», который не то возвращается, не то пока нет, но так или иначе у нас произошла такая вот обкатка, я это, наверное, могу назвать, данного вида транспорта. Опубликовали и фото, и видео, и, собственно, сообщили уже радостно, что начнет он курсировать по проспекту Октября в начале июня. Собственно, на заводе Пруфом сообщили, что мы решили вас порадовать, и представили возможность увидеть его в действии. О том мы потеряли память и не помним, в каком действии
это все происходило некоторое время назад. У меня лично только какие-то негативные воспоминания обо всем об этом. Он вечно, то есть тот транспорт, который я помню, когда ты в детстве едешь с детского сада в 99-м году, вот, и какие-то постоянно, я не знаю, выхлопные газы внутрь, дышать было нечем, какая-то непонятная жара, не жара, и мне было максимально дискомфортно в этом транспорте в детстве. Это мои какие-то воспоминания. Ну, понятно, там большая часть автобусов Икарусов 280, они действительно были загазованные, они были в плохом состоянии, поэтому можно понять. Хотя довольно комфортная техника, на самом деле, если сравнить с тем, что сейчас по городу ходит и выглядит как консервные банки. Они были вместительные, то есть главную функцию выполняли. И сиденья, и проходы были широкими. Вот, а троллейбусы это еще и экология. Да? Ничего не ходит. Зачастую, когда люди по 20-25 минут стоят на остановках, им бы хоть что-то бы приходило. Да, именно. Вот как бы поэтому хоть где-то обнадеживает. Ведь получается, в целом реформа как была провальной, так и остается, но хотя бы на уровне Уфы вот какие-то проблески надежд у нас звучат с этими трамваями пресловутыми московскими. Там много, конечно, проблем, опять же, но они есть, надо признать. И вот троллейбусы еще. Ой, посмотрим, опять же, и как-нибудь Олега Арефьева еще раз позовем, и он нам более подробно обо всем расскажет, как большой специалист в этом вопросе. Зайнулла отреагировал на выше озвученную дискуссию своим выводом о том, что Навальный ФБК – это все проект спецслужб. Ай-яй-яй. Я, собственно, опять же, понимаешь, вот такой человек, как Зайнулла, при всем уважении к возрасту, это человек, который вчера, например, много писал о том, что и Путин, и все – это часть большого еврейского заговора, о том, чтобы из Украины евреи. Вот, и все евреи – это на букву «Ж», да, известное слово, не буду произносить лишний раз. Очень плохо Зайнулла, дорогой. Нет. Это вот ниже плинтуса, это уже за гранью, скажем так, цивилизованного спора. Это вот то, что зачастую лично меня, например, заставляет перестать вообще общаться с человеком. Это тоже против войны? Ну вот опять же, взаимодействовать против войны надо, наверное, да, а в этом смысле, а дискуссии вести не стоит. Потому что это есть вещи, too much, как говорится. То есть лучше общаться с властью, знаете ли, как бы взаимодействовать иногда, в прошлом особенно, чем говорить такие вещи, уж извините. Вот. Я, правда, сам не видел, тут со слов Евгения только, поэтому, опять же, могу в этом смысле ошибаться. Собственно, так или иначе, у нас осталась буквально одна новость. Нет, но не одна. Лучше тогда я уж про клещей расскажу. Собственно, всем аларм, всем приготовиться. 23 человека уже обратились, 9 из которых дети, из-за укусов. Собственно, специалисты предупреждают о том, что переносчики вступают клещи 4 болезней, чаще всего энцефалит и боррелиоз. И, собственно, надо быть аккуратным, потому что из-за аномально теплой весны они прошли в Башкирию намного раньше, чем обычно. Вот. Это из такого, что комментариям в целом не подлежит нашей какой-то дискуссии о клещах. Вот. И, собственно, опять же, рекомендую почитать большое расследование, мы его за 2 минуты вряд ли обсудим, о клане Дильмухаметовых. Пруфом, собственно, просматривая материалы арбитражного суда, обнаружили ряд любопытных дел, собственно, касающихся связи с этой семьей, с крупным нашим чиновником в прошлом, да, занимал он пост в администрации Уфы, был замом руководителя администрации главы республики. Вот, много всякого интересного бизнеса было найдено. А кто это такой? Я не совсем вообще понимаю. Дильмухаметов, просто я другого человека знаю с такой фамилией. Это про них? Айдар Рамилович.
Ой, нет, тогда, слава богу, тогда не имеет значения. Я-то знаю Айрата Руслан, конечно, дело не о том, речь. Да, просто я услышал фамилию и подумал, господи, не может быть. Ну, ты не был замруководителем администрации все-таки. Ну, надо сказать, в юности-то он был зам руководителя Национального банка по Башкортостану. Это было в 90-е годы. Это было все-таки работа во власти. Нет, в этот раз не Friendly Fire, вот, но, тем не менее, статья интересная, как обычно, 80 объектов недвижимости, там, бизнес и так далее. В общем, нам, собственно, воспитанным многими расследованиями «Привет, это Навальный», да, нам не привыкать к подобным вещам, поэтому много всего интересного можно прочесть. Опять же, если коллеги правы, то правы. Вот, будем хвалить. Ну а сейчас желаем всем хорошего дня, хороших выходных. У нас, кстати, сегодня впереди еще интервью с активистом Рустемом Мулюковым в 12:30. Не пропустите. Ну а в целом в таком формате увидимся уже на следующей неделе. Будьте здоровы и всем пока.